Если бы Россия и Казахстан не договорились, или иначе, если бы Россия занимала свою прежнюю изначальную позицию, к чему бы это могло привести? Это привело бы к обострению ситуации на Каспии, к серьезному обострению. И это было бы не в интересах ни России, ни Казахстана, ни других государств, которые вовлечены в так называемый Каспийский процесс. Поэтому я думаю, что те решения, которые принимались в Москве, они были очень дальновидными, и они были в интересах Российской Федерации. В конце концов, на дне Каспия находятся огромные запасы углеводородов. И, говоря бытовым языком, всем хватит. Главное определиться, что и кому принадлежит. Как вы думаете, мог бы процесс принять неуправляемость? Я думаю, что мог. И мог бы повториться сценарий, который предрекает Каспию, но гораздо раньше политолог Збигнев Бжезинский. То есть новые Балканы, но только на Каспии. Поэтому я думаю, что только мирный путь, путь переговоров, путь заключения конвенции о правовом статусе – это единственное средство, которое может повлиять на положительное развитие событий.